Жизнь, как известно, начинается с понедельника, а вот уже со вторника задумываешься о последствиях. Всем привет! Желаю, чтобы сегодня вы поняли, что все ваши понедельничные начинания обязательно увенчаются успехом. Будь то диета, новый проект или отказ от вредных привычек. На протяжении ближайшего получаса мы будем вас не только мотивировать, но и обязательно расскажем обо всем самом интересном, что произошло в Коме и за ее пределами. В эфире «Студия 11» и мы начинаем. Вот анонс первой части нашей программы. Ослик должен быть худым. Сыктывкар глазами Сергея Довлатова. Свадебные колокола. Позитивная статистика от ЗАГСов региона. Документ в цифре. Теперь полис ОМС можно хранить не в паспорте, а в смартфоне. Главным героем новой программы «Детали откровенные» стал Сыктывкар, каким его увидел персонаж сентиментального детектива Сергея Довлатова «Ослик должен быть худым». Наша съемочная группа рискнула составить пешеходный маршрут по местам, описанным в повести. Будущий писатель, на тот момент солдат-срочник, был в Сыктывкаре осенью 1962 года, о чем рассказал в письме отцу. Так что в исторической части города он ориентировался хорошо. Не исключено, что к июню, когда столица Коми будет принимать фестиваль «Культурное пространство», у профессионалов родится своя экскурсия по Сыктывкару Довлатова, которую дополнит спектакль «Пишите письма». Моя коллега Елена Красильникова вновь поднимает тему разработки туристического маршрута, связанного с биографией и творчеством одного из самых издаваемых в России писателей. Он побывал в библиотеке и картинной галерее, а также посетил местный краеведческий музей, где осмотрел хребет вымершего доисторического животного семги. Цитата из повести «Ослик должен быть худым». В этом художественном произведении угадываются места, которые видел в Сыктывкаре солдат-срочник Сергей Довлатов в начале 60-х годов. Как и герой его произведения, гулял он и по Кировскому парку. В этой части города жила студентка Коми-пединститута Светлана Меньшикова. Почти год Довлатов писал ей длинные армейские письма из Книшпогусского района. Ты мне, Меньшикова, спасла жизнь. И это не пустые слова. Это самая простая правда. Этого я тебе никогда не забуду. Ценителям творчества писателя можно показать Сыктывкар, каким он открывается в сентиментальном детективе «Ослик должен быть худым», затем познакомить с выставкой «Пишите письма» в Национальном музее и пригласить на спектакль, основанный на переписке солдата Сергея Довлатова и студентки Светланы Меньшиковой. Известно, что эту постановку молодежного театра Коми уже включили в программу фестиваля «Дом Довлатова» в Пушкинских горах. В этом году фестиваль пройдет с 13 по 16 июля на сцене около дома-музея писателя Сергея Довлатова. В Пушкинских горах Довлатов провел несколько сезонов, работая экскурсоводом, сбежав от ленинградской жизни, будучи уже взрослым состоявшимся писателем. На сцене в этом году мы увидим спектакль из Республики Коми, где будет рассказано про Довлатова, молодого, неопытного, 21-летнего человека, который проходил срочную службу в армии и влюбился в молодую прекрасную девушку. Свою экспозицию о Довлатове, который служил надзирателем в лагере, готовит и УФСИН по республике. Выставку разместят в здании управления в Сыктывкаре. А туристов-экстремалов наверняка заинтересует поездка в Книшпогосский район. Эту землю называют литературной родиной писателя. Чиньеворок, Ракпас, Ропча, Иоссер, Синдер, Важайоль – географический каркас повести «Зона». Сейчас на месте лагерей остались только разрушенные бараки. Впрочем, тот, кто любит прозу Довлатова, и в этих сооружениях, поглощенных природой, найдет пищу для размышления. Сыктывкарскую часть маршрута мы протестировали с фотографом Государственного Эрмитажа Юрием Молотковцом. Ну, как вы думаете, что будет интересно вот тем, кто любит Довлатова на самом деле? Что они готовы посмотреть? Я думаю, что если здесь, в Сыктывкаре, будет какой-то, маршрут, какой-то проект, связанный с Довлатовым, наполненный вот этой жизнью, наполненный его героями, конечно, это вызовет интерес и это будет востребовано.
Довлатовская экскурсия, короткие и длинные варианты, на наш взгляд, хорошо вписывается в другие туристические маршруты по Сыктывкару, Ухте и Книжпоговскому району. О той части литературного путешествия, которая касается столицы Коми, смотрите сегодня в программе «Детали откровенные» в 20:00 на Юргане и завтра в 17:45 на ОТР. В Коми стали чаще жениться. Всего в прошлом году в нашей республике появилось 4954 новых семьи, а это на 12% больше, чем в 2021. При этом число разводов осталось на прежнем уровне. А еще по данным Министерства юстиции Коми, в прошлом году родилось 6447 детей. Самыми популярными именами мальчиков стали Артем, Максим, Александр, Матвей и Лев. У девочек София, Ева, Алиса, Ксения, Мария. Без редких имен тоже не обошлось, потому теперь у нас в Коми есть прекрасные мальчуганы с именами. Да Мирослав, Добрыня, Евсей, Ждан и Митрофан. И девочки Белла, Веста, Грета, Евангелия и Луна. С 1 декабря прошлого года произошли значимые изменения в системе обязательного медицинского страхования. Полис ОМС стал цифровым. Новую форму документов впредь можно хранить в смартфоне или на бумажном носителе. Выписка содержит персональные данные о застрахованном лице, номер полиса, его штрих-код и контакты страховой компании. В Республике Коми услуги по страхованию физических лиц оказывает одна из крупнейших медицинских организаций России – «Капитал медицинское страхование». Клиенты, получившие полис до 2018 года, по привычке называют ее РГС «Медицина». Такое обозначение действовало до ребрендинга компании. Напомнили телезрителям о возможностях, которые дает полис ОМС представителя компании. Для начала скажите, пожалуйста, вот если человек переезжает в другой регион, может ли он воспользоваться медпомощью по своему полису? Да, конечно, но для этого необходимо подойти в страховую компанию для того, чтобы оформить перестрахование. Так как территориальные программы разные, и необходимо оформить полис, чтобы получать медицинскую помощь в полном объеме на той территории, где он будет проживать. По базовой программе также он будет получать медицинскую помощь, но уже в ограниченном объеме. Для этого и необходимо подойти в страховую компанию, переоформить полис обязательного медицинского страхования. Людмила, многих интересует, если человек вдруг поменял свои персональные данные, всякое в жизни случается, нужно ли ему обновлять полис обязательного медицинского страхования вместе с этим? Необходимо ему подойти в свою страховую компанию в течение 1 месяца по закону об обязательном медицинском страховании и сообщить персональные данные. Давайте нашим телезрителям напомним, какие же услуги по медобслуживанию они могут абсолютно бесплатно получить по своему полису. По полису обязательного медицинского страхования гражданин может посещать врачей по месту прикрепления к поликлинике, получать высокотехнологичную помощь, получать консультации узких специалистов и проходить обследование в рамках программы ОМС. Также с 18 лет ежегодно проходить профилактические осмотры. Лечение зубов входит в бесплатные медицинские организации и также в частных клиниках, которые работают по программе обязательного медицинского страхования. Каким образом вот в вашей компании происходит защита прав застрахованных лиц? Застрахованные могут обратиться в нашу компанию с жалобой о оказании некачественной медицинской помощи, также о сроках ожидания медицинской помощи. В течение 2022 года к нам обратилось по системе обязательного медицинского страхования в «Капитал медицинское страхование» на территории Республики Коми более 8000 обращений. Очень много. Да. Поэтому вопросы, конечно, бывают, которые обращаются к страховым представителям разного плана. Поэтому некоторые заканчиваются консультацией в течение пару минут. Конечно, есть вопросы сложной ситуации. Тогда страховые представители обращаются, выходят на администрацию поликлиники, Министерство здравообразования и совместно решают эти вопросы. Евгения, как ранее мы уже упомянули, да, было сказано, что сейчас полис обязательного медицинского страхования стал цифровым. И какие же преимущества людям это дает?
Новый документ представляет собой выписку из Единого регистра застрахованных лиц, где указаны персональные данные застрахованного, номер полиса, штрих-код и контакты страховой компании. Он может также находиться на экране смартфона, то есть можно представлять поликлинику в электронном виде, либо на бумажном носителе можем мы его распечатать. Спасибо большое, Евгения, Людмила, за эту полезную информацию. Удачи вам и как можно больше клиентов вашей компании. Спасибо. Как же прекрасен наш Сыктывкар, особенно сейчас, в пору природного расцвета. А как же интересно взглянуть на город глазами приезжих. В нашем регионе побывал блогер-путешественник, который снял небольшой обзорный ролик о столице Коми. Давайте посмотрим. Сейчас здесь проживает 240 тысяч человек, и 25% из которых как раз Коми. Именно поэтому язык Коми здесь можно встретить абсолютно везде. Все адресные таблички и большинство надписей в городе дублируются на этом языке, на Коми. Усть-Цесольск получил статус города в 1780 году. А в 19 веке это был купеческий город. И местный краевед Игорь Сажин рассказал нам очень красивую легенду о том, что здесь жил купец по кличке Шипача. Он был очень богат, но на него было совершено нападение. Его дом бандиты брали штурмом. Убили его, а потом искали золото и не нашли. И сыктывкарцы до сих пор ищут это золото и верят в то, что Шипача когда-нибудь восстанет, и народу Коми придет счастье. Сам город находится значительно севернее и восточнее Москвы, но при этом часовой пояс здесь равно московский. Из-за этого зимой здесь довольно рано темнеет, поэтому часть этого видео снята в сумерках. Нельзя сказать, что улицы Сыктывкара сильно отличаются от остальных городов России, потому что застройка вокруг по большей части из советского периода. Но тем не менее, изредка можно встретить интересные здания, деревянную застройку и разные детали с элементами местного колорита, которые напоминают, что ты все еще находишься в республике Коми. Половина нашего информационного пути пройдена. Прямо сейчас берем небольшой перерыв. Но вернемся совсем скоро, чтобы продолжить дарить вам хорошее настроение. Не переключайтесь. И снова здравствуйте! Если вы только подключились к нашему эфиру и пропустили первый информационный пласт, не расстраивайтесь. Наверстать упущенное можно в группе ВКонтакте. А пока в режиме реального времени продолжим погружаться в мир добрых новостей. Подготовка к школе, педиатр о важных нюансах. Точки притяжения. Создадим в Коми яркие пространства. Звуки скрипки. У Инессы Янаки вышел новый клип. Тренды меняются стремительно, и часть из нас не любит надевать то, что перестало быть стильным. Поэтому некоторые предметы одежды выбрасывают уже после 10 раз использования. В России ежегодно на мусорных полигонах появляется примерно 2 миллиона тонн одежды. Выкинуть хорошие, но не модные вещи лично мне кажется преступлением. Особенно, когда есть возможность дать им вторую жизнь, при этом позаботиться о людях и не навредить экологии. Вместо того, чтобы выдать ненужные вещички билет на мусорку, лучше проявите свой креатив. Измените цвет, отрежьте какую-то надоевшую часть предмета гардероба или, наоборот, что-нибудь пришейте. Поверьте, эта вещь будет цениться с большей силой, ведь она такая единственная. Хотя потребление растет, в России примерно 15% населения не могут позволить себе купить новые вещи.
Помочь делом можно, а именно сдать вещи в хорошем состоянии либо в государственные социальные центры, предварительно туда позвонив, чтобы узнать, в чем они нуждаются, либо в специальные некоммерческие организации, которые занимаются благотворительностью. В Сыктывкаре, например, этой нужды нет и родник. Ссылки на них вы видите на экране. Одежда должна быть чистой и без серьезных дефектов. Ну а сильно поношенные вещи можно либо пустить на тряпки или ветошь, либо сдать на переработку. Берегите планету, друзья, она у нас одна. Подготовка к школе – процесс серьезный и энергозатратный, потому родители, которые, кстати, порой переживают больше будущего первоклашки, начинают погружаться в тему задолго до волнительного сентябрьского утра. Общаются и с педагогами, и с психологами, и с врачами. Что посоветует педиатр, узнаем из нашего следующего материала. Наши дети за год до школы проходят медицинский осмотр. Но хочется обратить внимание, что некоторых детей, а возможно и 100% детей, стоит показать индивидуально окулисту и ортопеду. Потому что, как правило, дети в последующем, к середине 1 класса, очень много начинается жалоб с тем, что я плохо вижу, вернее, сначала плохо пишу, а потом выясняется, пишу плохо, потому что плохо вижу. Это именно из-за нагрузки и плюс из-за того, что мы вовремя не увидели нарушение зрения у своего ребенка. И второй такой осмотр следует сделать по окончании 1 класса, чтобы помочь ребенку своевременно справиться, если пошли те или иные проблемы. Наши дети не готовы, у них мало физической активности, они не умеют правильно держать тело в пространстве. У них слабый костно-мышечный аппарат, поэтому их тело как пластилин. Они привыкнут сидеть влево, влево, влево и будут долго потом устойчиво менять положение, как им удобно. И уже как нужно сидеть, их очень сложно заставить. То же самое происходит и со зрением. Мы к середине или к концу 1 класса замечаем, что зрение падает, обращаемся ввиду занятости где-нибудь только во 2 классе, что в последующем очень тяжело исправлять у детей зрение. Но можно, вполне все можно. Нужно обеспечить меньших просмотров гаджетов, телевизоров, мультиков, читать при соблюдении всей техники чтения, писать при соблюдении всей техники тела в пространстве нахождения. Поэтому делаем уроки с перерывами на отдых. И двигательная активность у ребенка должна быть однозначно преобладать. И хочется обратить на положение тела в пространстве, что называется, привычное. Бывает, приходят на прием дети, у которых наклон головы в одну сторону происходит, у которых разворот тела происходит в одну сторону. Как правило, данные проблемы возникают при привычном положении тела. То есть, когда ребенок за кухонным столом сидит в одном и том же месте, или любит ногу задирать на стул привычно, или разворот к телевизору, то есть лежит на кровати или сидит на кровати, и телевизор смотрит в типичном положении. И родители очень долго этого не замечают, и ребенок вот так вот привыкает. Это то же самое, наверное, происходит со взрослыми, когда очень много кто-то ездит за рулем. Поэтому стоит на это обратить внимание. Соответственно, нужно ребенка пересадить на противоположное место. И тогда можно потихоньку данное положение исправить. Ну, плюс массажи, двигательная активность, ну и какие-то упражнения для спины, для осанки. Будьте внимательны к своим детям. В 1 классе, во 2 или в 11 классе каждому ребенку в своем возрасте нужна своя помощь и любовь родителей. Современные, красивые и функциональные. Именно такие места станут местом сбора для молодых и активных. Проект «Точки притяжения» – это дополнительные возможности и для пространств, и для молодежи. Раскроем тему вместе с Таисией Рочевой. Прямо сейчас она на связи с нашей студией. Таисия, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте немножко раскроем нашему зрителю смысл проекта «Точки притяжения». Что это такое? «Точки притяжения» – это проект Росмолодежи, в рамках которого молодежное пространство, подавали свои заявки на конкурс. Проходило такое народное голосование тех заявок, которые прошли.
отбор, так сказать. После народного голосования сейчас идет у нас этап голосования экспертов. Они по определенным критериям будут оценивать наше пространство и давать им уже общую такую оценку. И по итогу 300 победителей войдут на интерактивную карту этого проекта. Эта интерактивная карта, что она дает, допустим, владельцам, да, пространства? Как-то дополнительный поток людской или вот какой профит? Естественно, есть плюсы для владельцев пространств. Это и новый поток клиентов, это узнаваемость со стороны молодежи и медиаподдержка со стороны Росмолодежи. И также мы становимся партнерами Росмолодежи. Итак, от Республики Коми сколько пространств такой возможностью воспользовались и подались, так скажем, в этот проект? На этапе народного голосования участвовало 7 пространств от Республики Коми. Это 5 пространств от Сыктывкара, 1 пространство от Ухты и 1 от Усинска. Следующий этап, полуфинал проекта, прошли 3 пространства. Это молодежный центр города Сыктывкара, молодежный центр Усинска и юношеская библиотека. И они все 3, допустим, если мы поддержим, да, наше пространство, они могут тоже войти на общую карту и оказаться среди этих 300 победителей. Это будет исходить из того, как проголосуют уже эксперты, какую оценку они дадут нашим пространствам. То есть в полуфинал конкурса со всей России прошло 600 пространств, из них только 300 войдут на эту интерактивную карту. Что ж, еще хотела бы уточнить, Республика Коми впервые участвует в таком проекте? В этом году в таком масштабе включился впервые, поэтому, естественно, мы тоже поучаствовали впервые. Тогда надеемся, что все 3 пространства, которые сейчас борются за место лучших, да, молодежных каких-то мест, победят в голосовании и украсят карту точек притяжения. Таисия, спасибо вам большое за информацию. Интересно было пообщаться. Спасибо большое. Весна такая разная. Для кого-то яркая, вот, например, для фотографа из Троицка-Печорска черно-белая. Фотофрагментами любимого многими времени года он поделился в своей социальной сети. А у талантливой Инессы Янаки вышел новый клип. В этот раз она подключилась к флешмобу, где люди повторяют танец героини из известного сериала. В ее случае это получилось еще и очень музыкально. Как звучит скрипка, послушаем через мгновение.
На этом у нас все. Спасибо, что были с нами. Пусть ваш вторник пройдет ярко и продуктивно, а мы отправляемся на поиски новых тем, героев и сюжетов. В эфире была программа «Студия 11». Увидимся в эфире. Пока-пока.